Знакомство с искусством Олега Грачева у меня произошло после того, как я посмотрел фильм «Формула вершин». Мне это интересно становится, я начал интересоваться, собирать. В Союзе художников в одном из выставок он выступал, Олег Грачев, я тогда с ним вообще знаком не был. И вот он тогда крымский татар возвращается на родину, нам надо помочь реставрации мечети, михрабов. Вот в это время он меня зацепил. Я был ребенком, это конец 80-х годов, меня в его мастерскую пригласила, взяла с собой моя бабушка, она была преподавательницей университета, преподавала эстетику и дружила с некоторыми художниками, в том числе и с Грачевым. Сознательно я к нему пришел, получается, с начала 2000-х годов, наверное, год 2001, и до его смерти, до 2012 года я был рядом с ним. Грачев хоть и родился не в Крыму, но буквально в 6-летнем был привезен родителями в Крым, и он, как он выразился, обалдел от Крыма и влюбился в него, и из него так и никуда и не выехал, хотя его приглашали и в Москву, и в Петербург, ну, Ленинград тогда, и в Европу, я думаю, была бы у него возможность поехать. Вот. Но место, где он берет вдохновение, где встретилась его детская душа с вот этим Крымом в комплексе гор, трав и моря, это, конечно, место, которое давало ему силу для творчества, для самореализации, ну и осмысленности жизни. Олега Грачева работы, как я всегда говорю, это не просто там домики, моря, тополя, у него же там, вы же видите, у него там глубокая философия, у него там такие работы, где есть над чем задуматься. Но он не пишет Крым нам понятно известный, как вот буквально пейзажи, да, пленэра с Ласточкиным гнездом. Он пишет свои горы, своих людей, да, и свои взаимоотношения. То есть он пишет себя, но нам это интересно, поскольку это человек глубочайший, осмысленный. Я думаю, что каждый шаг его и каждый мазок его был со смыслом. Как бы халтуру не делал. Сейчас на данный момент где-то около 30 работ у меня его. Ну, архив был подарен недавно, я вот рассматриваю их, и все время находишь такое новое. Вот его разработки очень интересные. Вот он несколько эскизов делал к одной работе, и смотришь разные постановки. Он очень долго искал вот эти идеи его. Архив, это, знаете, это как его кухня, как лаборатория его. Это же очень интересно. Я с многими работами его знаком, по книгам, по выставкам. А сейчас, когда я увидел этот архив, я вижу, как он разрабатывал все эти свои идеи. Это же очень интересно. Очень интересно его книгу отзывов читать, как к нему люди писали отзывы. В газетах очень много про него написано. Очень интересно читать все это. Архив Грачева – это наименование такое условное, это те материалы, которые мне достались, когда дом был продан Грачева, когда уже картин в нем не было, и когда оставались остатки следов этой большой жизни, этого культурного слоя, который был в этом доме. Что-то я сам попросил взять у наследников, что-то они мне сознательно передали. На данный момент состоит из, наверное, сотни различных рисунков его работ, фотографий, личных документов, например, там, диплом об окончании Самокиша училища, да, какие-то медали, государственные премии, дипломы, там, буклетики с его выставок, московских, крымских. Он хранился у меня, наверное, больше 10 лет. Я с ним работал, мне он был нужен, когда я делал альбом о Грачеве. Сейчас, когда я узнал, что последняя супруга Грачева, Наташа, передает те работы живописные, которые оставались в ее собственности Айдеру Ага, я решил, что я готов с этим архивом тоже расстаться, вот, поскольку у Айдера есть и силы, наверное, и желание вот, на сегодняшний день больше, наверное, чем у меня, им заниматься, Грачевым, и поэтому я ему передал его. Уже последние годы, дочь Оля рассказывает, тяжело было ему подниматься. Он уже внизу, на первом этаже, бумага, карандаш, он до последних дней вот рисовал. И вот его последняя работа был, день и ночь был, да, вот так вот. Вот эта работа с мольберта вот снял Антон Трофимов, вот эта работа находится сейчас у нас. Антон подарил нам эту работу. Одна работа, вот полет, она сейчас находится в Москве.
Вот эта работа мне очень нравится. Вот хочется все-таки эту работу приобрести.